кругом тучи. Ну, немножко поснимал дорогу, как звездочка работает, там, не знаю, как удалось, нет, там что-то в кадр попало или нет. Смотрите, какие тучи там. Там тучи, здесь тучи. Южный ветер дует. Тут наши удочки. Ладно, пускай дует. Сейчас, наверное, салат приготовлю. Кушаю салат. В принципе, нормально. Дело идет. Сейчас дальше буду рыбачить. Хотя бы еще несколько рыб поймать. Окушков. Жалко, черви не взял. Уху можно было бы сварить. Ну или же из плотвы также можно уху сварить. Что этим сейчас займемся. Но сперва, как сказать, салат организуем. Немножко уже грязным становится наш вездеход. Как же мы его назвали-то? Как же? Везде прет, везде прет. Да-да-да. Наш везде прет. Вот эти гасители или что там, блядь, на глазах прям убавляется. Износ большой. Ну, да, цепь сейчас уже немножко ослабилась. Растянулась чуть-чуть. Пока так. Техника должна быть грязной, пыльной. Но самое главное, чтобы на ходу был. Вот, смотрите, грязюльки летят в сторону двигателя. И не помешало бы действительно чем-то закрыть. От звездочки, наверное, идет по лужам, когда вот. Но это ерунда. Это грязище у нас все впереди. Это сейчас... я не думал, что столько уже высохла дорога. Дорога очень сильно высохла. Весной, конечно, еще хуже были дороги здесь. Лужи, вот это грязь, это жижа такая, блин, непроходимая. Ну, сейчас пока нормально. Ну, и обкатка. Насиловать я не собираюсь. Хотя бы 100 километров нормально так ездить. Среднюю нагрузку давать вот. Но старался как бы проехать где-то. Хочется именно побуксовать. Есть колеи, конечно, и выше колеса. Да, можно и бахнуться на мост сесть. Это легко. Но пока повезло. Я проскочил там. Вроде все нормально. Так, ладно. Отдыхаем. Дождь где-то ветром тучи разгоняет. Пока дождя нету. Смотрите, овод. Он должен в июле проснуться. А он уже есть. Вон он. Не только комары, но и овод уже летает. Добавил 2 щепотки соли. Крутим-вертим. Что я подумал, ребят, насчет обеда. Сейчас я вот немножко салатик, перекус сделаю. Дальше схожу на речку и попробую хотя бы 5 рыб поймать. Если 5 штук, без разницы, там елец, там плотва, окунь, хоть что. Если попадет на уху, я сварю уху. Такую жидкую ушицу. Если не получится рыбу поймать, я из тушенки что-нибудь сварю, наверное, суп сварю тоже на скорую руку. Вот. Потом уже будем ждать вечера. Сейчас сколько времени? Ну, время летит быстро. Буду ждать вечера. Сейчас уже первый час, 12:55. И уже к вечеру, ну, примерно часов 6 уже начну я снова рыбачить. Порыбачить. И если поймаю живца, может даже и съезжу еще, добавлю этих поставушек. Ну-ка попробуем, что получилось. Лук, помидор и огурцы.
вкусно. Овощи надо употреблять, есть больше. Я снова рыбачу, поймал плотвичку. Боюсь, чтобы он не прыгнул, блин. Вон он, не крупный. Живет. Дождик такой небольшой идет. Ну, попробуем, еще может поймаю что-нибудь. Ну, сразу поклевки. Вон они. Активно клюет мелочь. Вон он. Малек. Вот. Опа. О. Уже более-менее. Чуть крупнее и проглотил, ребят. Вон он. Хороший. Ребят, окунь. Явно сегодня будет уха. Это получается второй более-менее. Так, 3 окуня, 1 плотва у меня. Ну, уже нормально уха получится. Проглотил. Такой хороший кадр был. Как он боролся, шел. Вот. А чтобы вот заснять, ну никак не получается. Блин, десятки кадров таких. Включаю, выключаю и жду по 10 минут. Клюет, но никак поймать не могу. Так что, наверное, пока без съемки так порыбачу. Ну, вот такой окушок нормальный. Спортивный такой размерчик. Эх, спортсмен такой. Матросик. Хороший. Немножко был дождь. Сейчас уже, как мы видим, вышло солнце. Солнце высоко. Ребят, будет уха. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рыбин. Тут у меня. Вот оно. 2, 3 окуня и плотва. Потом дальше плотва. Мелкая, крупная. Всяко разная. Так что погнали готовить уху из спортивных рыб. Плотвы, окуня. Жалко, ерша нету. Ерш это именно для ухи самое то. Погода распогодилась. Вышло яркое солнце. Но хотя тучи там тоже дождевые, круговую. Кружатся они. Подготовил уже картошку, почистил. Вон там. И тут рыба. Получается 3 окуня и 1, 2, 3 плотвы. Так, подожди. 4 плотвы, 3 окуня. Так, это елец. 3 плотвы, 3 окуня и 1 елец. Вот. Вполне достаточно. Вот он. На этой кастрюле самое то. Сперва, ребят, я поставлю на огонь. Вот сейчас разгорелась костер. Поставлю на огонь котелок с картошкой. Как начнет, как закипит, я уж туда закину вот эту рыбу. Рыба мелкая, молодая, и она быстро разваривается. Ну, думаю, вкусный суп получится. Ну, не суп, а уха настоящая. Вот, дрова отсюда сейчас начал сжигать. Вот эти дрова. Потихоньку они высохли. Ну и на мангале самое то. Все это надо отсюда сжечь, убрать лишнее. А это пока тут лежит. Трицикл пригнал вот сюда. Там стоял на солнце. Ну, пускай в тени будет. Сейчас еще заправлю. Я уже подготовил такую полторашку. Сюда налью бензин. Остатки оставлю из канистры. Вот.
Мне надо что-то придумать. Вот борта какие-то. Вот здесь все открыто. Надо как-то... Ну вот сейчас ящик. У меня в ящике вот топор лежит. И я не боюсь, что я его потеряю. Вот. Надо вот как-то полностью все это закрыть. Какой-то вот легкий материал. Вот этот пластик, он легкий, хороший. Из-под винограда, наверное. Вот. Ну это дома что-нибудь придумаю. Насчет ОСБ вспомнил, что у меня кусок фанеры есть. Можно фанеру туда. Но он толстый, блин. Ладно, тоже подумаю насчет этого. Шестерка ОСБ, наверное, самое это уйдет. На улице тепло. Я в кофте, но на улице просто вот меняется погода. То прохладно становится, то тепло. Кипит. В общем, операция продолжается. Пошли рыбины, кушки, плотвичка. Жарко тут. Окунь сам по себе рыба жирная. Сейчас я когда чистил тоже жирная. Один окунь жирный попался. О. Блин, жарище, конечно. Соль по вкусу. И немножко растительного масла добавлю, как всегда. Буквально еще 10 минут и суп будет, ну, уха будет готова. Я сейчас фильм смотрю. Какой-то ужастик, блин, попался. В общем, там такая история. Девушка живет там одна. Ну, муж умер. Короче, убили его. И остался с 2 детьми. И туда, короче, как-то нагло начал жить еще один наркоторговец у нее. И одним словом, так вышло, что эта девушка, ну, пришлось его убить. Он хотел изнасиловать его. Ну как? Ну да, в принципе, так и есть. И она, короче, убила этого наркоторговца. И самое главное, надо было избавиться от тела. И вот это ужас, это когда она расчленила этого человека, избавилась от трупа. Да. Ну, жизнь такая, хочешь жить, руби. В общем, страшное кино. Но интересно, вот хочется дальше смотреть. О, такой вид. Солнце спряталось, опять туча идет. Вообще, хорошо, что я скачал фильмы. Я смотрю. Этот фильм досмотрю, уху доварю. И уже вечером, ну, знаете, вот весь вечер я рыбачить не стану. Я сейчас посчитаю, сколько у меня жерлиц осталось, этих донок. И, скажем, вот 10 штук надо мне, 10 рыб поймаю, и чтобы донки дальше ставить. Ну, пока не закипело. Чтобы дальше донки ставить, мелочь надоело ловить. Но еще порыбачу, конечно. Порыбачу, и вдруг начнет клевать, там буду рыбачить. Или же завтра с утра. Ни одна лодка сегодня не ходила. Ни одна. Вообще тишина. Каракаты. Какой-то не сезон, видать. Вода упадет и начнут рыбачить, ездить. Сейчас пока затишье, полное затишье после весенней охоты. Вот. Ладно, сейчас я уже доварю уху и потом включусь, что получится. Я, ребят, щи или борщ из рыбы я никогда не варю. Я не добавляю никакой приправы,
для рыбы. Никакого лука, никакого моркови, нет. В речную рыбу я ничего не добавляю. Как и когда готовлю из боровой птицы, тоже ничего не добавляю. Картошка, дичь или картошка, рыба, но и больше ничего. Не хочу убивать этими добавками вот этот вкус рыбы. Добавляю лук, морковь, если я буду варить уху из минтая, или еще из какой рыбы, даже хоть и из горбуши, потому что есть там морской, ну, такой вкус, запах. Я вот елку присматриваю на будущий сезон. Тут двойная елка, там елка хорошая, пышная, она кривая, блин. Здесь тоже не то. Ну так, в принципе, даже неплохая. Только вот вершинка не очень. Вот новые побеги, вот это, так и вырастает дальше и дальше. Еще больше там веток будет. Вон молодые ветки. А молодых шишек я не вижу. Надо бы тоже собрать вот эти лечебные, эти побеги, я вам уже 1000 раз говорил. А елка уже совсем по-другому все выходит. Все зарастает, ребят, ну блин. Жалко, конечно, лук хороший был. И во что превращается. Вот эти елки тоже негодные. Вот этот более-менее, но тоже как-то не пышный. Вот лучше сразу присмотреть. Тоже не то. Присмотреть и зимой уже знаешь, где что срубить. В прошлом году тоже здесь я срубил. Блин, тайга, ё-моё. Там тоже сток было. Вот сейчас что творится? Вместо стога там стена леса. Хорошо, что я здесь еще территорию поддерживаю. Вот здесь скашиваю, вот. И как бы не зарастает пока. Еще пиздец нахуй. Еще 10 лет и здесь тайга полностью вырастет там. Не надо никаких саженцев сажать. Сама природа сажает. Где хочет, как хочет. Быстрее, красивее получается. Чем вот это саженцы дорогие сажают. Ну, закипает. Ладно. Все, варю. Ужинать. Ужинать. Ребята, ужинать. Время, наверное, 6 час уже. На рыбалку бегом. 17:01. Уха готова. Сейчас попробуем на соль. Угу. Необычный вкус. Знаете, вот у окуня, скажем, один вкус, у щуки другой. А здесь плотва и елец. Еще вот такой вкус рыбы уже совсем другие. Очень вкусно. Там снизу картошка. Вон она мягкая тоже. Горячий. Очень горячо. Прямо с котелка ем. Угу. Снова дождь начинается. Сейчас домой позвонил. Тоже там уже в селе дождь идет. Наслаждение. Вот, ребят, рыба тоже сварилась. Вот она, окунь. Сперва я
буду есть вот как бы воду. Ну, блин, обычно даже из стакана вот от ухи воду пьют. Наваристый и вкусный, но горячий. Чуть-чуть пусть подостынет. Дальше я буду ужинать. Вам показал мой рецепт такой простой, самый простой и самый вкусный. Потому что я вот сейчас я ем, и я чувствую вкус этих рыб. Если туда добавить, вот скажем, это уже лук, морковь. Морковь уже как бы перебивает тоже вкус. Все мы разные. Кто-то готовит с луком, с морковью и еще что-то может добавляет. А я вот так. И я думаю, это самый правильный рецепт. Если вы хотите почувствовать этот вкус рыбы. Можете из хариуса, можете из щуки. Но желательно, конечно же, уху сварить из окуня. Из окуня вообще идеально вкусный получается. А вот эта сорная рыба, плотва, елец, вкус уже совсем отличается, чем вот именно, скажем, если уха из окуней. А сейчас я дальше буду уже смотреть фильм, досмотрю, там немножко уже осталось, и буду потихоньку ужинать. Легкий диетический ужин. И у меня еще вторую тарелку салата сделал. Ну, приготовил из остатков огурцов и томата. Обалдеть, блин, так вкусно. Но чуть-чуть горячо. Ну, вот окунь. Рыба молодая, тает. Тает во рту. Да. Ужин удался. Такой небольшой дождик. Скоро перестанет. Проходит туча. Влево ушло. И справа вон там еще дождевые. Вон, видите? Круговую. Там хороший дождь идет. Но неприятно. Все планы, конечно, портит мне. Короче, ребят, рассказываю. У меня ничего не получилось. В общем, рыбалка с лодки. Я собрался, перешел к той коряге, о чем я говорил. Но у меня, как сказать, с носа лодки жестко идет вода, начала заходить. Не знаю откуда. Надо перевернуть, посмотреть. В общем, с этого конца пол лодки уже вода. Быстро-быстро я вернулся. Спустилась лодка. Я в избушке был. Сходил за креплением для камеры. Смотрите, сколько грязи сразу резко начало идти. Вот так. Так что мне надо поймать еще 6 рыб. 8 штук будет. И у меня 8 жерлиц там осталось. 8 донок. Еще 6 штук, если поймаю, вполне достаточно. Соберусь, газку еще съезжу, раскидаю эти донки. И будем надеяться, что поймаем щуку. А с лодки у меня, рисковать не стану. У меня за 10 минут, какой 10? За 5 минут наполнится водой. Не знаю. Честно, блин. Если вот придавить, или вот здесь пробоина, вот тут. Высохло все, наверное, все так вот здесь. Потому что днище не должно вот тут. Шов, короче, пропускает. Все, обратно сюда устанавливаюсь. Буду здесь рыбачить. О, попалась.
Елец небольшой. Ну вот вторая рыба. Не ждал уже. Что-то поклевки были, а он уже, оказывается, сидел на крючке. Просто поднял. Мелкие совсем рыбины. Стандарт. Плотва. Пять штук поймал. Не густо. Хотел 10 штук поймать. Не получается, ребят. Вообще клёва нету. Никакого. Еще там окунь плавает. Окунь большой. Как бы на живца он не подходит. Ну, что получилось, получилось. Сперва схожу, съезжу, проверю вот эти поставушки. Если все живцы на месте, то добавочно я еще добавлю. А если кто-то попал, блин, такой облом, а. Думал, вечером легко я поймаю, да ни хрена. Ладно, сейчас соберусь и съездим. Пока не стемнело, там с грохотом что-то, думал, лось в воду прыгнул там переплыть, а потом услышал, как хлопок такой, как будто сперва грохот такой, и дерево упало. Шуму, конечно. Да, надо съездить, пока не стемнело.